Дети вышли со школьных каникул, но есть опасность заражения новым штаммом коронавируса омикрон. В связи с этим глава Башкортостана Ради Хабиров дал ряд поручений. И прежде всего он касается родительского контроля. Его нужно усилить. Обсудим это прямо сейчас в программе «Интервью». Сегодня наш гость, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Лида Исаргакова. Лида Сагитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Если мы говорим о том, что нужно усилить родительский контроль, то что мы имеем в виду? Но прежде всего это предполагает, что каждый родитель отвечает вообще за состояние здоровья своего ребенка. Поэтому, чтобы не подвергать опасности других детей в школе, наверное, уже пора взять за привычку родителям измерять температуру детям по утрам. Не ожидать, пока ребенок обратится с какими-то жалобами к учителю, к родителю и так далее. Просто по утрам отслеживать состояние здоровья своего ребенка. Это не займет много времени, но в то же время родители будут уверены в том, что их ребенок вполне здоров. А во-вторых, если вдруг ребенок заболел, то быстрее принять меры и тем самым еще и обеспечить безопасность других детей, которые вместе с ним обучаются в классе. Поэтому все начинается с самого элементарного, самого простого. Такой контроль над соблюдением санитарных норм, дает ли он результат? Вот что можно говорить о том, как учебный год начался в сентябре, да, и вот на сегодняшний день? Конечно, результат дает, во всех школах все это обеспечивается как необходимо, но если родители заранее как-то будут предотвращать вот эти вот случаи, да, не в школе об этом будут узнавать именно там в процессе уже учебного периода, если это будет дома, то, конечно, процесс и выздоровления, и обеспечения безопасности других детей, конечно, даст свои положительные результаты. Лида Сагитовна, состоялась встреча с министром образования и науки Республики Башкортостан Айбулатом Хажиным. Какие вопросы, прежде всего, родительское сообщество там также было представлено, какие основные вопросы вошли, да, в обсуждение и какие приняты решения? Встреча с министром действительно состоялась на прошлой неделе, и разговор касался, тем разговора, это капитальный ремонт в школах. Надо сказать, что Республика Башкортостан очень хорошо подготовилась к программе модернизации российской системы образования, и 365 школ вошли в эту программу. До 2026 года. До 2026 года. Программа колоссальная, поэтому на ближайший год, это уже 22 год и 23 год, 63 объекта образования вошли в этот капремонт. И самое главное, что предусмотрено этим документом, идея этого проекта принадлежит «Единой России», об этом нужно говорить, что здесь предполагается уже общественный родительский контроль. То есть то, что мы говорили, что все участники образовательного процесса, это сами обучающиеся, их родители, в то же время и педагоги должны принимать активное участие в этом проекте. Там 6 направлений. Собственно, капитальный ремонт, это повышение квалификации педагогов, это материально-техническое оснащение кабинетов, это брендбук, который будет разработан в республике. И обязательно родителям нужно принимать участие в его обсуждении, чтобы потом не писать под постами, а мне это не нравится, а цвет не тот и так далее. То сейчас как раз вот эта возможность родителям предоставлена. Проекты документов утверждены на эти 63 школы вот на ближайшие 2 года. Средства, которые пойдут на конкретную школу, тоже определены. В среднем это 6,5 миллионов рублей. Это немалые деньги. Где-то это закончится буквально за период летних каникул, где-то продлится в течение всего учебного года. Но есть 17 школ на ближайшие вот эти 2 года, где будет капитальный ремонт школ. Поэтому вопросы будут, какие-то неудобства для школьников тоже будут. Поэтому вот сейчас у родителей и вообще у всех участников образовательного процесса есть возможность сесть, обсудить и принять оптимальное решение, чтобы было удобно детям, педагогам и родителям. Что касается капитального ремонта, то здесь будут разные виды работ у каждой школы. Для родителей уже приготовили чек-листы, то есть для удобства. Я ведь не разбираюсь, предположим, я не строитель, и я не знаю, насколько, как это должно быть. Поэтому мы прекрасно понимаем, чтобы в процессе этого контроля общественного никак мы не сталкивались с теми людьми, кто будет непосредственно вести этот капремонт, да, и мы понимали границы своих полномочий, что мы можем делать, на что мы можем повлиять и так далее. Но это, конечно, сама приемка школ, когда это состоится, это брендбук, когда будет утверждаться, это какое оборудование школе сегодня нужно. Конечно, это знают не строители, не те организации подрядные, которые будут делать капремонт, а, собственно, участники этого процесса, это педагоги прежде всего. Безусловно, закупая новейшее оборудование для этих школ, да, и педагоги должны быть готовы работать и эффективно использовать это оборудование на своих уроках. Поэтому здесь предполагается и курсы повышения квалификации педагогов тех школ, где в первую очередь, да, это
не будет каких-то ограничений, в этой школе есть ремонт, здесь будет повышение квалификации, а там нет, значит не будет. Это не так, но в первую очередь будут готовить тех учителей, где как раз вот это оборудование будет завозиться. Что касается остальных школ, то в принципе 365 объектов это очень много, и первые 63 объекта уже определены, там уже начинаются эти ремонтные работы, но и в ближайшей перспективе 24, 25, 26 год будут определяться школы в республике, где такой капремонт будет проводиться. Я думаю, что родители не должны стоять в стороне. Нам предоставлена такая возможность. Мы можем вносить свои предложения. Безусловно, они должны быть конструктивными. Все это нужно обсуждать. Но и учитывая, что сроки достаточно сжатые, а где-то будут ремонты проходить в период летних каникул, то, конечно, нужно свою лепту внести. Раз дает тебе партия такое право, да, скажем, государство в рамках этой программы, чтобы родители были услышаны прежде всего, поэтому, пожалуйста, вот сейчас как раз звездный час. Чек-листы разработаны, алгоритмы мы максимально постарались с Министерством образования разработать для удобства родителей. Безусловно, каждый муниципалитет, а в каком-то есть одна школа для ремонта, где-то 3-4 школы могут быть, поэтому чек-листы будут адаптироваться под конкретный муниципалитет в соответствии с объемом работ, в соответствии со средствами, которые им выделяются. И я думаю, что это позволит всем участникам вот этой программы, собственно, и те, кто будет это все ремонтировать, кто будет заниматься капремонтом, и те, кто будет заниматься общественным контролем, вместе, в единой команде сделать максимально, чтобы школы были комфортны для наших детей и, конечно, безопасные. Лиса Гитна, вы сказали чек-лист, а что в него входит? Какие вопросы? Чек-лист – это виды работ, которые предполагаются на том или ином объекте. И что конкретно нужно проверять по срокам, по объемам и так далее. То есть там все расписано для удобства родителей. В этой программе также предусмотрено, что будут проводиться определенные мероприятия по антитеррористической защищенности наших детей. Поэтому там тоже будут средства. Я думаю, что будет какое-то оборудование, думаю, что что-то в школах сегодня существует, видеонаблюдение и так далее. Я не могу сейчас сказать, но конкретно под это направление работ тоже выделяются средства для этих школ. Поэтому это крайне важно, и это направление работ тоже будет предусмотрено в программе капремонта. Лиса Гитна, какие ожидания? Если будет современная модернизированная школа, в которой ребенок и преподаватель будут чувствовать себя безопасно, повлияет ли это на качество образования? Есть ли такая связка? Я думаю, что однозначно повлияет, потому что идти в яркую, такую просторную, современную школу, да, где есть интересное оборудование для тех же уроков химии, для тех же уроков биологии и так далее, когда есть оборудование, и ты можешь своими руками все это поделать, а не так, как вот в некоторых школах сегодня, да, все это теоретически, конечно, детям будет интересно. Если будут высококвалифицированные педагоги, которые прошли курсы повышения квалификации, которые очень мастерски будут использовать все это оборудование в своих уроках, конечно, это повлияет на эффективность образовательного процесса. Детям интересно туда ходить. И не будем скрывать, что сегодня есть школы, где жутковато находиться. Но это школы, которые построены в прошлом веке, уже можем говорить, да, которые практически не видели капитального ремонта еще. И вот поэтому программа появилась, и 365 школ для субъекта, мы, по-моему, занимаем лидирующие позиции в Российской Федерации по количеству школ, которые вошли в перечень для участия в этой программе. Это очень много, поэтому порядка, по-моему, трети школ как раз попадают в ремонт. Есть еще другие программы, где будут школы принимать участие, поэтому я думаю, что, безусловно, повлияет, и дети будут с удовольствием ходить в такие школы, где ярко, красиво, тепло, комфортно и, самое главное, защищенно. Коснется ли это сельских школ? Безусловно, очень много сельских школ, очень много отдаленных районов от Уфы, поэтому подали документы, там, где действительно школы, объекты нуждаются в ремонте, все рассмотрели, в перечень вошли и сейчас будут ожидать ремонта. Буквально в этом году и в следующем 63 объекта уже отремонтируют вот в ближайшей перспективе. Общественный контроль, родительский контроль. Что еще у нас находится вот среди актуальных задач? Но эта программа рассчитана до 2026 года, поэтому мы должны быть к ней готовы. Подключатся практически все муниципальные образования. На сегодняшний день в каждом муниципалитете будут созданы рабочие группы, куда войдут в том числе и общественные советы, представители, да, родительская общественность, школьное самоуправление, ученическое. Безусловно, родители и те люди, которые будут непосредственно отвечать за этот капитальный ремонт. Отделы образования, управление образования, администрация, безусловно,
безусловно, но и те подрядные организации, которые будут этим заниматься. Конечно, в эти рабочие группы входят еще и представители партии «Единая Россия», это депутаты. То есть сегодня за каждым депутатом Госсобрания практически закреплены эти объекты. Поэтому программа такая масштабная, она под собой подразумевает большие средства, которые нужно эффективно израсходовать. Нужно все сделать своевременно, чтобы мы обязательно укладывались во временные рамки и так далее. Поэтому команда серьезная, и я думаю, что все друг другу будут помогать, поддерживать для того, чтобы мы действительно достойно выглядели в масштабах России, сделали все своевременно, эффективно. И самое главное, это повлияет на качество и образования, и уровень защищенности тоже будет повышен в школах. Спасибо большое, Лидия Сагитовна, за такой подробный и интересный рассказ. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Лидия Саргакова. И мы говорили о том, как работает родительский общественный контроль по программе капитальных ремонтов школ. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.